Накануне Чеченский государственный университет, педагогический университет, радушно принял ребят из Луганской Народной Республики, прибывших в ВУЗ в рамках федерального проекта «Университетские профильные образовательные смены». Университетские смены. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». Давайте так, друзья, расскажите сами, кто вы, что вы, зачем вы, откуда вы, с какого города. Да? Прошу, кто начнет? Могу начать я. Давай. Значит, меня зовут Харченко Алексей. Я представитель Луганской Народной Республики. Сам я родом из Луганска, родился я в Луганске. Мне 15 лет, перехожу в 11 класс, учусь в школе номер 49 имени Юрия Алексеевича Гагарина. В общем, было интересно побывать здесь. Интерес был. Интерес был очень большой, очень сильный. Хорошо. Меня зовут Альбина Аронова, я ученица 10 класса, перехожу в 11, 57-й школы имени Георгия Семеновича Петрова. Мне 16 лет, и я очень хотела посетить Чеченскую Республику. И посетили. И посетила. Мечта сбылась? Конечно. Это хорошо. Раджаб? Меня зовут Тимур Султанов Раджаб, я являюсь начальником управления по воспитательной и социальной работе Чеченского госпедуниверситета. Меня поставили руководителем образовательно-туристской программы «Университетские смены». И на протяжении 10 дней для Елисея и для Альбины я, так сказать, руководил их программой. Старались сделать программу максимально насыщенной, чтобы они могли не только получать образовательные лекции, но также могли посещать культурные достопримечательности. Удалось? Удалось, и весьма хорошее впечатление у ребят осталось. Им особенно понравилась наша мечеть «Сердце Чечни». Также ребята были в восторге от музея имени Ахмата Хаджи Кадырова, посвященного ему. И также ребятам удалось ездить в горы, посетить Нихолоевские водопады, тоже остались под большим впечатлением. Это так, ребят? Да. Да. Точно? Да. Конечно. Это хорошо. А сколько их приехало? Сколько вас приехало в Чеченскую Республику? Вот первая смена. Сколько было ребят из Луганской Народной Республики? В рамках образовательно-туристской программы «Университетские смены», которая реализуется на базе Чеченского госпедуниверситета, у нас запланировано проведение 2 смен. Первая смена – это с 3 по 13 июля. Вот ребята приехали, и следующая смена у нас планируется с 15 по 25 июля. Каждая смена планируется приезд 66 детей и 6 лиц их сопровождающих. Как я понимаю, вы впервые в республике. Первый раз, да, в Чеченской Республике? И как вам наша республика? Можно сказать, уже ваша республика, я даже так подчеркну. Как? Хочу отметить, что поначалу я думал, что здесь будут люди какие-то злые, что как-то слухи ходят, что чеченцы, они злые, бородатые. Слухи ходят? Да, дядьки бородатые, девушки ходят в платках, красиво. Но когда прибыл сюда, посмотрел на людей, пообщался с ними, понял, что это только лишь слухи, и верить им не стоит. Это, я бы сказал, вранье. Люди здесь добрые очень. Вранье. Ребят, Поддерживаю, прошу. У ребят первая встреча на вокзале была со мной, и как раз, когда они меня увидели, сразу стереотип у них сломался, да? Да. Сразу сломался? Мы его любим. Точно? Да. Моментально. Моментально. А какие эмоции, чувства, что вас подтолкнуло приехать в Чеченскую Республику? Вот как говорит Елисей, были такие слухи, были, Наверное, такие стереотипы, но все-таки вы приехали. Наверное, желание ознакомливаться с культурой вашей, с искусством, с историей вашей республики. Так как мы новый объект Российской Федерации, нам интересно узнать побольше о других регионах. А как родители, знакомые отнеслись к тому, что вы едете в Чеченскую Республику? Положительно. Положительно? Да. Не отговаривали? Не надо, зачем, почему? Вот как говорит Елисей, там люди бородатые, страшные, некрасивые. Не было таких?
Вот как раз таки мнений. у меня такое было. Мне дедушка говорил, зачем оно тебе нужно, не надо, одумайся, этого не стоит делать, там опасно. Я говорю, нет, я все равно хочу туда поехать, но потому что, ну, интерес был, очень большой интерес. Хотелось понять, что же здесь такое, ну, почему об этом месте так много говорят. И поняли? Ну, в целом, да, потому что, во-первых, это безумно красивый город. Это город, вот, как нам рассказывали на экскурсии, воссозданный абсолютно с нуля после конфликтов этих. Вот. Я восхищен тем, какая здесь архитектура, какие здесь традиции, какие здесь люди, вот, народы, что здесь вообще происходит. Здесь, ну, уникальная атмосфера. Есть что посмотреть. Есть. Это самое главное, это самое главное. А чем вы занимались эти дни, 10 дней, Альбин? Какие проекты, какие программы, какие квесты? Вот что было? Чем занимались? У нас было достаточно много викторин, квестов интеллектуального уровня на тематику, на историческую тематику, на творческую. Также мы ознакомливались на мастер-классах с профессорами. И у нас были творческие задания помимо этого. У нас были мастер-классы по контролю роботов и очень много других занятий, на которых нам было безумно интересно, так как в нашей республике пока что нет такого. А какая увлекательная программа была представлена нашим гостям, Раджа? Дело в том, что на площадке Чеченского государственного педагогического университета созданы самые современные условия для качественного образования. У нас есть технопарк, у нас есть кванториум, где находится современная техника. Также ребята могли на площадках кванториума, технопарка принимать участие в мастер-классах по сборке, управлению, программированию роботов, по химические различные эксперименты делали. Также у ребят была возможность у нас принять участие в киберспортивных состязаниях. Также у нас на базе Чеченского госпедуниверситета есть спортивная площадка многофункциональная, на котором ребята проходили там спортивные состязания, веселые старты, игры. Кроме этого, у нас также на площадке вуза есть уникальные две структурные подразделения. Это Эковерситет, где ребята могли получить мастер-классы и тренинги по личностному росту, по управлению временем, тайм-менеджмент и так далее. У них время отдыха хоть было? Да, конечно. За эти 10 дней? Да, и время отдыха тоже было. Также у нас на базе есть педагогическая мастерская Алихана Динаева, где Алихан Динаев тоже проводил для ребят мастер-классы по преподаванию, рассказывал о профессии учителя. Также в программе мы попытались уделить им небольшое время, там час-полтора, у них был тихий час в обеденное время, но все равно ребята говорили, что не нужно, они хотят еще больше занятий, больше Вот что я хотел возможностей спросить, игр, тихий да. час, они согласились на это? На тихий час? Хотелось бы больше осмотреть вашу республику, достопримечательностей. 10 дней мало? Здесь Да. я однозначно мало. 2 недели туда-сюда хватило бы, да? Нормально, Ну, да? может быть. Может быть. Может. А 3 недели это вообще было бы хорошо. Великолепно. Надеюсь, нас услышат организаторы, что нужно продлить это время. Надеемся, что они нас услышат. А что вам дает участие в этом проекте? Вот 10 дней вы были в Грозном, Чеченской Республике, проходили программу. Для вас подготовили широкую, уникальную программу. Там было все, как я понял, из ваших ответов. А что это вам дает? И что это вам дало? И что это вам даст в будущем? Участие в этой программе. Прошу, кто? Ну, в общем, хочу сказать, что были тренинги, были лекции, на которых нам рассказывали, давали советы по выбору профессии, как, куда пойти, по какому принципу нужно выбирать профессию. В общем, это раз. Два. Во-вторых, я хочу отметить, что знакомство с народом помогло мне получить какие-то новые ценности духовные и моральные принципы. И я считаю, Знакомство с народом. Хорошо сказано. Я считаю, что благодаря этой университетской смене я смогу найти себя, что ли, и немножечко понять самого себя и найти свое место в жизни. А Вот так вы вот. нашли себя, Альбин, за эти 10 Да. дней?
Да, мастер-классы, которые проводились, помогли мне точно определиться, кем я хочу стать, на кого мне поступать, в какой университет. Нам достаточно много информации преподнесли, так как сейчас эта проблема актуальна для школьников. Я считаю, что это просто замечательный проект, чтобы понять, кем ты хочешь стать. И кем мы хотим стать? Я выбрала профессию стоматолог, то есть буду поступать в медицинский университет. Хорошая профессия. А вы? Я хочу стать психологом. Психолог. Да. Психологом. Да. Вы? А зачем психологом-то? Ну, мне, допустим, очень интересно разбираться в людях, как у них работает мышление, почему они так думают, а не иначе. У меня к этому есть какой-то такой интерес. А здесь было что-то такое особенно, что вам пригодится в выборе вашей профессии? Психологом. Вот было что-то такое? На самом деле, да, потому что в первую очередь это взаимодействие с людьми. Ты когда общаешься с людьми, есть какое-то ощущение, благодаря которому ты понимаешь, что думает человек, о чем он не сказал, почему он это не сказал. И как бы строишь свои догадки, и если даже повезет, можно об этом поговорить с ним и понять, ты был прав, либо нет. Полезными были эти 10 дней. Да. А для вас что было особенно? Для меня было особенным то, что я никак не могла определиться все-таки, кем мне быть. Ага. И после мастер-класса, И вы приехали в Чеченскую Республику и сразу определились, кем вы хотите стать. ну, после мастер-классов, Это да, после какого мастер-класса? после мастер-класса, Что вам захотелось стать стоматологом? мастер-класс был о том, как правильнее решить, куда ты хочешь поступать, на что нужно опираться, чтобы принять решение. То Вот есть- такие мастер-классы были, да, действительно, Раджаб? Да, были. У нас как раз в конториуме, в университете, в технопарке была возможность познакомиться с различными профессиями. А так как у нас педагогический университет, мы, конечно же, больше давали информации про педагогическое образование. И в то же время у нас были лекции «Россия – страна возможностей», «Россия – многонациональная страна», ну, в таком формате, где ребятам рассказывалось о возможностях для молодежи, о пути их развития, какие профессии есть, какие программы поддержки молодежи в Российской Федерации существуют. И эта вся информация давалась ребятам, где ребята могли уже анализировать сами и уже выбирать для себя, какое направление они выберут дальше, когда поедут домой. Вот какой опыт вы получили за эти 10 дней? Насколько я понял, время полезным для вас было. А вот какой опыт мы получили? С профессией мы разобрались, да? Один захотел стать психологом, другой стоматологом. Поздравляю, хорошая профессия. А чем они были полезны эти 10 дней? Ну, во-первых, это навыки коммуникации, потому что, как оказывается, без коммуникации в этой жизни... Я в понимании никак. опыта. Могу сказать, Прошу. от лица организаторов, наши студенты являются вожатыми ребят. У нас также весь университет принимал участие в организации мероприятия. И для нас вот приезд ребят – это такой уникальный опыт работы с детьми из других регионов. И это совершенно другая культура, другая ментальность, но в то же время это возможность найти какие-то общие черты, которые нам позволяют создавать, строить новые мосты. Мы много общались с сопровождающими ребят, которые являются преподавателями в школах, договорились о дальнейшем взаимоотношении, взаимосотрудничестве. И также для ребят, мне кажется, это была уникальная возможность узнать культуру Чеченской Республики, которая была так далека от них, а сейчас они могли сюда приехать и окунуться, узнать, что есть другие люди, есть другая культура, другие традиции. И, соответственно, принимая опыт другого народа, ребята обогащались духовно, культурно и таким образом познали, Хороший что опыт. Россия многонациональная Очень страна. хороший опыт. Пообщались со своими сверстниками? Да. И чем ваши сверстники Чеченской Республики отличаются от вас? На самом деле это моральные принципы. Это то, что отличает нас и чеченских ребят. Потому что здесь, допустим, в первую очередь ценится честь и уважение. Даже если человек старше, там, допустим, на один день, его стоит уважать и почитать. Как бы его нужно слушаться. Здесь нужно ценить и уважать женщин больше, чем у нас, допустим, я считаю. Так как больше правил, наверное, существует.
которые помогают коммуницироваться. Как-то так. Это и есть опыт, который вы получили. А вы что можете сказать, Эльвин? Я могу сказать, Пообщались что- со своими сверстниками? Да, пообщавшись со своими сверстниками. Что вы им дали и что они вам дали? Они мне дали многое переосмыслить о духовном мире человека и о внешнем виде человека, как ему стоит выглядеть и как не стоит выглядеть. Для меня это было важным вопросом. Ну, что им дала, я надеюсь, что я им дала немножечко, что ли, Ну, как сверстники Чеченской Республики, из Чеченской Республики приняли вас? Очень. добродушно. Добродушно. Да, Удивлены не добродушно, были? тепло. Я вижу, разница между вами была небольшая. Общее что-то находили? Вообще, да, однозначно находили. Это в первую очередь был интерес друг к другу. Почему он поступает так, а не иначе. К нам вопросы задавали, мы вопросы задавали. В общем, была какая-то атмосфера дружеская конкретно, теплая, добро. Не пожалели, что приехали? Не Не пожалели, что эти 10 дней провели в Чеченской Республике? Ни на секунду. Вообще. Точно? Да. Это хорошо. А что бы вы сказали тем ребятам, которые хотят приехать на вторую смену в Чеченскую Республику? Вот что бы вы им пожелали? Или что бы посоветовали? Давайте вот так. Не следовать стереотипам и всегда настраиваться на то, что время будет довольно веселым и не зависеть от мнения окружающих. Я хочу сказать, чтобы ребята не стеснялись заявить о себе всей России. Я хочу, чтобы никто ничего не боялся. Все проявляли интерес к Чечне. Это действительно очень интересный город. Это абсолютно другая культура, это другие люди. Проявлять интерес даже к жизни просто. Постарайтесь как-то выбраться за пределы зоны своего комфорта. Побывайте там, узнайте, почему такие люди существуют, почему такие, что у того народа, что у этого народа. В общем, просто проявляйте интерес, просто ищите себя и пробуйте себя везде. Друзья новые есть? Появились? Да. Много? Да? С адресами обменялись, с телефонами, да. поддерживать отношения будем, да? Конечно. Однозначно. Звонить друг другу, приезжать, не только по программе, а сами. Как думаете? Думаю, да, будем. Я об этом уже разговаривал с ребятами из своего отряда. Они мне уже стали, на самом деле, как семья больше, потому что даже за эти 10 дней, казалось бы, очень небольшое время, но такая насыщенность была, что сплочиться было просто самой главной задачей. Мы сплочились, я познакомился с ребятами, но, к сожалению, общаться прям сильно, узнавать их как личности стал только ближе к концу смены, о чем жалею, конечно. Но, тем не менее, я поговорил с ними, они сказали, Но что... у вас целая жизнь впереди. Да. целая И жизнь. еще удивительный факт. Дело в том, что ребята ознакомились не только с нами, с нашей республикой. Ребята были из разных школ Луганска, и, соответственно, они между собой знакомились. И у нас среди ребят есть случаи, когда дети обучаются в одной школе, и, приехав сюда, только смогли познакомиться и начать дружить. Таким образом, это сплотило не только Чечню и Луганск, но и луганских ребят тоже как бы в одном городе. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, и моих два таких вопроса. Вот в чем важность и актуальность данного проекта? Вы, будущее нашей страны, как бы ответили на этот вопрос? Я скажу, что важность этого проекта заключается в том, что воспитание – это самое главное в человеке. Как построишь дом, таким он и будет. Нужно вкладывать в человека самое лучшее, а чтобы вкладывать, нужно быть рядом с человеком, который будет в тебя это вкладывать. Нужен наставник. И нам помогают здесь стать такими людьми, которые знают почему, что, где, да как, которые знают истину, которые знают правду, которые знают, что можно говорить, что нельзя говорить, что просто нужно вкладывать в человека, какие эмоции, какие качества. Это важно? Однозначно. Ваше мнение?
Мое мнение таково, что данные проекты, вот такой как университетские смены, помогают школьникам старших классов решать актуальные проблемы, как, например, куда поступать и кем я хочу быть, а также помогают развиваться культурно и духовно, так как мы узнаем новую историю, познаем новый народ, знакомимся с ними и общаемся вживую. Это не то, что мы можем посмотреть видеоматериалы в интернете, мы можем вживую с ними пообщаться и поговорить. Это очень важно, как по мне. Ваши первые такие высказывания, рассказы, какими они будут, когда вы вернетесь домой, в Луганскую Народную Республику, героическую республику? Безбашенные эмоции. Я в первую очередь буду рассказывать о поездке родителям. Я буду хвастаться и говорить, вот, жалко, что вас там не было. Это было безумно круто. Это было невероятно круто и классно. Это незабываемо было. Для Альбина? меня это будет незабываемый опыт, так как я обрела новых друзей с других школ, со своей школы. А также я очень люблю наблюдать за природой разных мест. И я очень люблю Чечню, могу сказать так. Спасибо. И последний вопрос. Не буду вас долго мучить. Но хотелось бы с вами дольше пообщаться, но время эфира, да и вам уже скоро в аэропорт, к сожалению. Какую оценку дадут наши юные друзья из Луганской Народной Республики первой университетской смене и своему пребыванию в Чеченской Республике? Меньше 10 точно не дадут. Это было феерично, поэтому где-то 16 баллов из 10 точно будет. А какую оценку даст Чеченский государственный педагогический университет этим первым 10 дням, которые были подарены нашим юным друзьям из ЛНР? Дело в том, что так как мы являемся организаторами, не буду оценивать нашу работу, скажу насчет ребят. Ребята, на удивление, оказались очень позитивными, радушными, настроенными на общение и знакомство. Эти ребята за эти 10 дней смогли раскрыться и раскрыть нас самих. Мы, как организаторы, проводили это время постоянные нагрузки, постоянные мероприятия, подготовка, все на суете. Казалось бы, усталость, не хватает энергии, но стоило немного провести время с ребятами, с ними пообщаться, как откуда-то бралась эта энергия, и на позитиве мы продолжали свою работу, нам это нравилось, и это принесло нам большое удовольствие. Поэтому ребятам огромное спасибо за их работу, за то, что они сюда приехали и смогли подарить и нам тоже незабываемые эмоции и впечатления. Ваша оценка? Моя оценка 10 из 10, это 100%, даже 100 из 10, ребята лучшие. Сложно Спасибо. оценить. Спасибо. Ребят, друзья, вот хорошо. Наперекор сценарию нашей сегодняшней программы, нашей сегодняшней беседы. У вас есть по 30 секунд обратиться к своим сверстникам из Чеченской Республики. Что бы вы им сказали? Ребята, я хочу вас поблагодарить за то, что вы были с нами. Я передаю привет Марьям, Мансуру и Сулейману из ЧГПУ. Хочу сказать всем ребятам, чтобы никто никогда не сдавался, не опускали руки. Хочу просто выразить огромную благодарность за гостеприимство народу. И просто сказать, дерзайте, не бойтесь ничего, ничего. Альбина, камера ваша. Передаю привет Мухтару, Мадине и Майербеку, вожатым моего отряда. Я хочу вас поблагодарить за все то, что вы для нас сделали, как вы помогали нам организовывать разные мероприятия. И просто хочу сказать, что вы лучшие. Спасибо. И маленький презент от нашей телерадиокомпании «Войнах». Вот такие наборчики, мне кажется, они вам будут полезны. Главное – от души. От нашей телерадиокомпании «Войнах». Вот так, с нашим логотипом. И самое главное, а что там внутри? А что там у нас внутри самое главное кружка, из которой вы будете пить чай, кофе и вспоминать 10 дней, проведенные в Чеченской Республике, и, конечно, сегодняшнюю нашу программу.
Вот так. И вам. И Раджаб вам. Спасибо большое, Досаба. Ну, от себя хочу сказать, ребят, спасибо, что приехали. Спасибо, что побывали. Спасибо, что провели эти 10 дней у нас, здесь, в Грозном, Чеченской Республике. Спасибо, что познакомились с нашими горами, с нашими обычаями, с нашим народом. Спасибо, что вы остались довольны. Спасибо Государственному педагогическому университету Чеченской Республики за то, что устроил для вас эти 10 дней. За то, что была эта университетская смена. Спасибо и удачи. Мы с вами. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. вам. А на сегодня это все, дорогие друзья. Вы сами все слышали, вы сами все видели. Добавить, убавить. Единственное хочу сказать. Вот спасибо этим ребятам из Луганской Народной Республики, которые приехали к нам в Чеченскую Республику. Вот просто за то, что они приехали. Спасибо им и удачи. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Война». И Елисей Харченко, Альбина Аронова из Луганской Народной Республики и Раджаб Тимирсултанов, начальник управления по воспитательной социальной работе Чеченского государственного педагогического университета. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.